Кримське питання. Как деятельность Сахарова помогла гражданам СССР бороться за права человека? Как Андрей Сахаров поддерживал крымско-татарское национальное движение? И могут ли сейчас правозащитники в России иметь такое же влияние, какое было у Андрея Сахарова? Подробнее обо всем этом будем говорить в ближайшие минуты в программе «Крымский вопрос». Приветствую, с вами Александр Янковский. Вы слушаете радио Крым Реалии на 648 АМ. Также мы доступны в интернете на сайте Крым Реалии, на Facebook и на YouTube страницах проекта Крым Реалии. Также по телефону 8 800 10 06 926. Сегодня нам было бы особенно интересно услышать, что вы думаете в отношении Андрея Сахарова, известнейшего советского правозащитника, академика, одного из создателей ядерного оружия Советского Союза. Сегодня ему исполнилось бы 100 лет, то есть столетие со дня его рождения. Звоните к нам в прямой эфир. Звоните, впрочем, не только сегодня, но также ежедневно. Утром в 8 часов утра, в час дня и в 6 часов вечера. Ну, а в другое время оставляйте свои сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио Крым Реалии на 648 АМ. Недаром говорят, что система сама изнутри порождает своих главных противников. Так произошло и с максимально изолированной Советской империей. После 20-го съезда Компартии СССР появилась надежда на реформирование закрытой тоталитарной системы. Но дальнейшие события, в частности Брежневщина, подтвердили бесполезность таких надежд на реформы сверху. Поэтому и возникло диссидентское движение сопротивления. Одним из основателей выступлений, несогласных с модернизацией советского насилия над людьми, был академик Андрей Сахаров. Он немало сделал и для поддержки украинских правозащитников. В начале 1966 года в самиздате появилось письмо известных деятелей науки и культуры кремлевской верхушки с протестами против попыток реабилитировать Сталина, которое партийное руководство, по утверждениям Роя Медведева, собиралось осуществить на 23-м съезде КПСС. Среди 2 десятков подписей под этим письмом был автограф академика, трижды Героя социалистического труда, лауреата Ленинской и государственной премии Андрея Сахарова. Острое чувство несправедливости советской системы появилось у него в начале 50-х, после неправедного суда над водителем грузовика, который случайно столкнул легковушку Сахарова с узкой плохой дороги в канаву. Шофера безосновательно обвинили в диверсии и организации покушения на академика. А дальше Сахаров протестовал против испытаний водородной бомбы на Новой Земле, каждый из взрывов которой забирал, по его подсчетам, тысячи человеческих жизней. До апреля 1968 года он протестовал больше как физик и научный специалист, чаще в закрытых публикациях. А весной 1968 он познакомил своих друзей с рукописью размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе, трудом о человеческом достоинстве и преступлениях советской системы против человечности. Известный диссидент Андрей Амальрик передал текст этого меморандума свободы западным журналистам, и он озвучивался с 10 июля 1968 года на российском радиоканале Всемирной службы BBC. Именно после этого Сахарова уволили с работы, меньше чем за год у него умерла жена. С 1970-го Андрей Сахаров активно выступает в защиту диссидентов. Немало в деятельности Андрея Сахарова было связано с Украиной. Один из эпизодов – это международное выступление академика в защиту заключенного украинского интеллектуала, поэта Василия Стуса. Весной, в конце мая 1977 года, Василий Стус обратился к Сахарову с телеграммой по поводу угрожающего состояния здоровья украинского политзаключенного Вячеслава Черновола. Это, по словам самого Стуса, вызвало бешеную ярость лагерного начальства. Потом были и другие телеграммы и письма. 13 февраля 1978 Василий Стус снова сообщил Андрею Сахарову о тяжелом состоянии политзаключенных в лагере поселка Матросово. В марте 1979 года он обращается к академику-правозащитнику за поддержкой в деле украинского политзаключенного Василия Овсиенко. В письме от 11 ноября 1979 Стус подробно описывает Сахарову ряд арестов среди украинских правозащитников, где речь идет о грубости и провокационном характере действий системы против инакомыслящих и критиков советского антигуманного строя.
Сам Андрей Сахаров неоднократно принимал участие в акциях защиты Василия Стуса и других украинских правозащитников. 12 октября 1980-го он обратился с письмом к участникам Мадридского совещания по проверке Хельсинских соглашений с призывом освободить из лагерей украинского поэта и патриота Василия Стуса. Сахаров писал, в частности, в этом письме, что наряду с многими репрессиями в СССР на этом трагическом фоне приговор украинскому поэту Василию Стусу отличается своей бесчеловечностью. Приговор Стусу – это стыд советской репрессивной системы, писал академик Сахаров. И таких документов в защиту украинских узников совести со стороны российского ученого и правозащитника мы можем приводить много. Это еще раз свидетельствует о честности, мужестве и последовательности Андрея Сахарова, одного из пионеров разрушения тоталитаризма и демократизации посттоталитарной системы, которая продолжается с большим трудом и сегодня, в частности, по причине того, что людям свойственно, к сожалению, быстро забывать то, что происходило с обществом на протяжении достаточно недавней его истории. Кстати, Андрей Сахаров получил Нобелевскую премию мира в 1975 году. Но тогда его не выпустили из Советского Союза под предлогом того, что он знает секреты изготовления ядерного оружия. Он окажется за границей гораздо позже, уже после того, как проведет время в ссылке с 80 по 86 год, и после того, как его освободят, он вернется, его изберут депутатом Верховного Совета, съезда, депутатом Союза Советских Социалистических Республик. И мы сейчас послушаем небольшой фрагмент, не так много на самом деле интервью с самим Андреем Сахаровым, но это небольшой фрагмент его интервью, которое было записано советскими еще журналистами, была такая очень популярная программа «Взгляд». Давайте послушаем прямую речь Андрея Сахарова. Я очень долгое время имел отношение к разработке термоядерного оружия. Я считал тогда, что это нужно для равновесия в мире. И продолжаю считать так и до сих пор. Но я одновременно понял весь ужас того, чем я занимаюсь. Весь ужас того, что могла бы нести человечеству термоядерная война. Я начал также выступать против ядерных испытаний в атмосфере. В 1968 году я написал свое первое открытое общественное выступление, свою статью, которая получила большую известность. После этого сфера моей деятельности стала расширяться. Я стал много уделять внимание конкретным судьбам людей, конкретным людям. Так вот расширялось поле моей общественной деятельности, но определенный рубеж был, когда я был сослан в Горький. Вернувшись оттуда, я считал своим долгом в новых условиях продолжать делать то, что я считаю общественно важным. Эти слова Андрей Сахаров сказал в 1988 году. Это одно из немногих интервью Андрея Сахарова. А на самом деле даже на съезде народных депутатов его воспринимали как такого, знаете, часто засвистывали его выступления, когда он говорил о том, что необходима демократизация, что нельзя продолжать вот все эти старые советские традиции, не побоюсь этого слова, да, там безальтернативных выборов и ущемления прав человека. Андрей Сахаров был также одним из первых заметных на глобальной арене адвокатов крымско-татарского народа и других этнических групп, которых силой переселили при Сталине, других народов. Он стал широко известен выступлениями в защиту Петра Григоренко и других диссидентов, которые привлекли к ответственности за поддержку крымских татар. В декабре 1975 года он и другие активисты направили письмо в ООН с требованием провести международное расследование дела крымско-татарского активиста Мустафы Джемилева, когда тот был на 303-м дне своей голодовки, самого длинного в истории советского правозащитного движения. Джемилев, который сегодня продолжает отстаивать интересы крымских татар, аннексированного Крыма, как депутат Верховной Рады Украины, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев сейчас у нас на телефонной связи с нашей студией, со студией радио Крым Реалии. Мустафа, здравствуйте. Доброго дня. Очень интересно услышать ваши воспоминания про Андрея Сахарова. А когда вы вообще впервые познакомились или впервые узнали, что есть в Советском Союзе такой человек, который не боится системы, как Андрей Сахаров? Ну, первое, то, что вот вы уже упомянули, его брошюра «Размышления о прогрессе и мирном существовании», она была в таком машинописном варианте распространена. И наши соотечественники, которые были постоянно в Москве, их привезли.
Но познакомился лично с ним я значительно позже. В основном мы с ним переговаривались по телефону. Я помню, как когда был процесс Шелкова, этого известного адвентиста седьмого дня, который арестовали, 83 года ему было. Он просил меня, чтобы я пошел на процесс и давал ему информацию. Я так и сделал. А потом меня арестовали через 2 дня после приговора этому Шелкову. Вообще, Сахаров, вы знаете, он практически, можно сказать, вместе с нашим легендарным Петром Григоренко практически был лидером всего правозащитного движения в старом бывшем Советском Союзе. Выступал в защиту всех диссидентов, в том числе украинских патриотов, которые добивались независимости Украины, и крымских татар, которые добивались возвращения в свою родину. В моей личной судьбе он сыграл огромную роль. Может быть, благодаря ему я, собственно, сейчас в числе живых. Потому что если бы не та компания, международная компания, организованная им и Петром Григоренко, мою защиту во время вот этой самой длительной голодовки, то у меня, наверное, уже 45 лет тому назад уже не было живых. Он дважды приезжал на мои судебные процессы. Но тут я вот главное, что хочу сказать. Он, вы знаете, он яростно выступал против оккупации Чехословакии в 1968 году, против оккупации Афганистана. Я абсолютно уверен, что если бы он сейчас был живых, то, конечно же, выступал бы против оккупации наших территорий, против войны России с Украиной. И он бы требовал бы привлечения к уголовной ответственности всех этих кремлевских руководителей, повинных в преступлениях на нашей земле. Он рассказывал вам, или, может быть, вы общались на эту тему, как вот он, человек, который находился на пике своей, наверное, карьеры научной, да, то есть он был трижды героем социалистического труда, он был академиком. Как получилось так, что он стал диссидентом к этой системе? Я знаю, что у него были тесные связи с Григоренко, он с ним познакомился, собственно, правозащитное движение, можно сказать, привел его Петр Григоренко. Но потом к нему обращались со многими там письмами на обращение. Действительно, у него открылись глаза на все, что творится. Он уже вышел из того замкнутого научного круга. Конечно, то, что в той области, которую он делал, тоже очень много сделал. То, что он там способствовал соглашению о запрете ядерных испытаний в воздухе, там заключение договора по ОСВ, это огромная его заслуга. Но правозащитное движение, я думаю, что в его жизни его заслуга, главное, вот именно его правозащитная деятельность. Вот своим авторитетом он действительно очень многим людям помогал. Он, например, дважды приезжал на мои судебные процессы. В 1979 году в Ташкент, в Омск приезжал. И он, кстати, способствовал моему освобождению в 1986 году. А как это произошло? Я точно знаю, когда Горбачев позвонил ему, сказал, что вот есть решение Политбюро о том, что он может вернуться из Горького в свою московскую квартиру. Он сказал: один я возвращаться не буду. Верните хотя бы, освободите хотя бы моих наиближайших друзей. И он передал список 23 человек, по-моему. И в том списке я был где-то 4-й или 5-й. А потом этот список вручил во время встречи Рейгана и Горбачева в Рейкьявике. Вручил ее Рейган Горбачеву как одно из условий налаживания нормальных отношений с Советским Союзом. И вот тогда началось, собственно говоря, освобождение более-менее именитых диссидентов, а потом и остальных политзаключенных. Ваша фамилия в том числе упоминалась Андреем Сахаровым и во время Нобелевской речи, Нобелевской лекции 1975 года. Да, он не читал ее лично, эту лекцию, его не выпустили из Советского Союза. Да, Елена Боднар читала. Да, но вот во время вручения его супруги вручали эту премию, она выступала. Скажите, вот
Но в 1975 году это не повлияло на ваше освобождение, а в 1986 повлияло. Что изменилось, на ваш взгляд? Ну, уже другие времена были. Была перестройка, и Горбачев брал курс на налаживание нормальных отношений с цивилизованными странами. И это, конечно, сыграло большую роль, то, что именно перемены произошли. Но даже то, что, скажем, не выполнили, там, не освободили по его требованию, но все равно это было бы значительное облегчение для политзаключенных. Уже с такими политзаключенными, имена которых гремели там в различных западных столицах, с ними так по-хамски обращаться, как обычно делали советские власти, уже было им значительно сложнее. Вы ощутили это на себе, вот лично на себе, да, что вот поменялось к вам отношение даже в заключении? Я вам скажу такой эпизод. Как-то по этапу пересылали из Омска туда, на Дальний Восток, в сторону Приморского края. И вот в пересыльной тюрьме в Новосибирске, а там дела все закрыты, у меня, там надзиратель спрашивает, по какой статье, что. Ну, я ему говорю, статья. Ну, мне говорят, а почему тогда тебя держат отдельно? Я говорю, не знаю, потому что, видимо, по политическим мотивам. А почему у тебя ссылка? Ну, я говорю, вот такая, если говорят, если ссылка, так не должны вот так вот отдельно держать. Я говорю, потому что, наверное, политическая. И этот надзиратель говорит, если сейчас я открою дело и обнаружится, что ты меня лжешь, я тебе переломаю все кости. Я говорю, ты открываешь, ты не петушись, я тебе говорю то, что есть. И вот открывает, а там письмо в этом деле Сахарова о том, что прошу извещать меня о состоянии здоровья, состояние местонахождения Мустафы Джемилева, и там еще от международной амнистии примерно такого содержания. И сразу же, знаете, отношение совершенно другое. Меня поместили в одну, долго думали, куда поместить, потому что все камеры забиты. Поместили камеру Смертникова, а там всего на два человека такие эти камеры. То есть отношение совершенно иное было. То же самое было в Омском лагере. Там в самый критический момент поступает письмо от Сахарова с требованием сообщить ему в копии министра внутренних дел, что происходит с Мустафой Джемилевым, почему произвол в отношении этого человека. И обстановка в какой-то мере действительно меняется. То есть он свой авторитет прежде героя социалистического труда, академика, очень эффективно использовал для защиты людей. Понятно, спасибо вам. Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа и человек, который лично знал академика Андрея Сахарова, которому сегодня исполнилось бы 100 лет, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым-Реалии. Мустафа Джемилев, спасибо вам. Мы продолжаем нашу программа «Крымский вопрос». Дальше будем говорить с Гульнарой Бекировой, крымским историком. Гульнара, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение, как профессионального историка. Какую роль вообще Андрей Сахаров сыграл в истории крымско-татарского народа, в новейшей истории крымско-татарского народа? Знаете, если бы вы попросили меня охарактеризовать одним предложением деятельность Андрея Дмитриевича в защите прав крымских татар, я бы сказала это так. Это был человек, который никогда не предавал крымско-татарский народ в его самые трудные времена, то есть в период изгнания. Но если говорить, конечно, более пространно, у вас был в эфире, можно сказать, живая история. Это Мустафа Ага Джемилев, в поддержку которого выступал неоднократно Андрей Дмитриевич Сахаров. Но что очень важно, мне кажется, Мустафа Ага это не упомянул. И сам Мустафа Ага буквально через несколько лет после того, как
несколько раз, много раз выступал в его защиту, в защиту Мустафы Джемилева Андрей Дмитриевич Сахаров. Сам Мустафа Ага уже в период, когда тоже находился в местах лишения свободы, а Андрей Дмитриевич был отправлен в Горький, тоже выступил в его защиту, и это обращение начиналось такими словами: «Жизнь великого гуманиста нашего времени, страстного борца за естественные права всех людей, независимо от их расы, национальности и религии, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова и его супруги Елены Боннер находятся в смертельной опасности». И вот это, понимаете, мне кажется, что это прежде всего, что очень важно. Это история о солидарности, это история о поддержке. И именно по этой причине, мне кажется, сегодня уже достаточно прошло времени, 31 год после смерти Андрея Дмитриевича, мы вспоминаем эту личность, эту фигуру. Я думаю, что крымские татары будут помнить о нем всегда, ведь в самые сложные минуты Мустафа Ага тоже об этом говорил, и вот я как историк могу это констатировать. В самые сложные минуты Андрей Дмитриевич всегда подставлял плечо. Все наши активисты национального движения, вот это тот самый случай такой удивительной солидарности, вспоминают. И вот когда речь идет о поддержке крымско-татарского народа, две такие огромные фигуры, титаны, да, это, конечно, Петр Григорьевич Григоренко и обязательно Андрей Дмитриевич Сахаров. Когда случилась вот эта жуткая страшная трагедия в Донском, самосожжение Мусы Мамута, Андрей Дмитриевич буквально мгновенно отреагировал на это страшное событие. Я напомню для тех, кто не знает, Муса Мамут – это был человек, крымский татарин, который всего лишь хотел жить на своей исторической родине, в Крыму, но после того, как его неоднократно преследовали, осудили за так называемое нарушение паспортных правил, он подверг себя вот этой страшной смерти, самосожжению. И Андрей Дмитриевич написал обращение Брежневу, которое начиналось такими словами: «Вне зависимости от конкретных обстоятельств, самосожжение Мусы Мамута имеет своей истинной причиной национальную трагедию народа крымских татар, явившегося в 1944 году жертвой чудовищного преступления Сталина и его подручных». Я хочу сказать вот о том, насколько Андрей Дмитриевич глубоко понимал вот эту самую гуманитарную трагедию, катастрофу крымско-татарского народа. Понятно, что все активисты такие видные, и Виджей Аптекашка, и, естественно, Мустафа Ага Джемилев, Айше Сейтмуратова много теплых слов говорила о нем, потому что вот Мустафа Ага говорил о том, что буквально он спас его от смерти, да, и я не знаю, говорил ли Мустафа Ага об этом, мне он рассказывал о том, что когда вот эта страшная голодовка, 303-дневная протеста, уже, наверное, привела бы к трагическому финалу, Андрей Дмитриевич сказал такие слова Джемилеву: «Мустафа, твоя смерть обрадует только наших врагов». И примерно вот то же самое на грани вот какого-то уже такого депрессивного состояния была Айше Сейтмуратова, наша активистка. И опять Андрей Дмитриевич, Елена Георгиевна Боннер подставили свое плечо, что называется, помогли. Айше, в общем-то, уже альтернатива была либо арест, либо выезд за границу. И вот эти люди помогли Айше покинуть страну, но, к счастью, сегодня она по-прежнему жива, и по-прежнему вот эти люди в строю. И сегодня, как мы знаем, вот эта вот страшная такая фантасмагория, сегодня опять в Крыму идет суд над Мустафой Джемилевым. Это вообще какой-то скверный анекдот, я бы сказала, да, вот сегодняшняя такая реальность, да, в отношении
и в то же время, да, имя Сахарова по-прежнему в России, ну, каким-то образом вспоминают эти... Да, больше того, есть даже указ президента вот соседней России, да, который 2019 года об увековечивании имени академика Сахарова, да, о проведении там мероприятий, посвященных столетию академика Сахарова. Правда, одновременно с этим запрещаются или не разрешаются выставки, посвященные этой дате. Но это вот какая-то кафкианская реальность, да, вот просто не знаешь, как это воспринимать, смеяться или плакать. И, кстати, вот даже в период Горбачева, когда уже началось самовозвращение, саморепатриация крымско-татарского народа, ведь Горбачев тоже был, ну, так скажем, не в восторге от этого. И опять Андрей Дмитриевич в числе двух важнейших национальных проблем Советского Союза, проблема Нагорного Карабаха, и крымско-татарскую проблему он назвал в числе важнейших проблем. И опять-таки активистов национального движения, вот в своем обращении он писал, называют экстремистами. Между тем, все национальное движение крымско-татарского народа всегда проходило в строго законных формах, полным исключением насилия. Понимаете, вот эти все вещи, ну просто если Путин и его, ну как сказать, не знаю, соратники прочтут эти труды, эти строки, может быть, они наконец одумаются, ну просто чтобы не смешить людей вот этими судами, которые проходят практически непрерывно сегодня в Крыму, и заочно судят и Мустафу Джемилева, и людей менее известных, уже современных крымско-татарских активистов. Конечно, мне бы хотелось, как историку, чтобы эта история учила в том числе и тиранов нового поколения. Ну, наверное, это, конечно, с моей стороны все-таки такая иллюзия или такие мечты, которые никогда не воплотятся в жизнь. Спасибо вам. Гульнара Бекирова, крымский историк, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии, программа «Крымский вопрос». Александр Янковский. Слушайте нас в Крыму на 648 АМ, и мы вернемся в студию, продолжим говорить о столетии со дня рождения Нобелевского лауреата, академика Советского Союза Андрея Сахарова. Ну, продолжим об этом говорить через несколько секунд. Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах. Программа «Крымский вопрос» в эфире радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. Далее будем говорить, продолжаем эту же тему, столетия со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Сегодня мы говорим с самыми разными людьми, с теми, кто знал его, с теми, кто читал его труды, с теми, кого он вдохновил, может быть, на многие дела в своей жизни. Продолжим беседу с Игорем Чубайсом, российским философом и публицистом. Господин Чубайс, здравствуйте. Да, добрый день. А вот сейчас уже столетие со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. 31 год со дня его смерти. Можно ли сейчас вот уже говорить о роли Андрея Дмитриевича Сахарова в том процессе, который завершился в 91 году, а может быть не завершился, да? Я имею в виду падение Советского Союза. То есть был ли он тем человеком, который смог победить вот эту бесчеловечную систему? Ну, я бы сказал, что он создал возможность, создал условия, создал предпосылки, но процесс не завершился, процесс был прерван. И идеи Сахарова оказались оторванными, изолированными, ну, в каком-то смысле не востребованы. Вообще многое, что касается Андрея Дмитриевича, по сей день не исследовано. Ну, например, там Елена Георгиевна, например, мне говорила, что он не умер, а его убили. Вот это она напрямую говорила. И до сих пор мы как бы эту тему не обсуждаем, но как он ушел из жизни, почему так неожиданно произошло, мы не знаем. Официальная версия говорит о том, что у него был сердечный приступ. Да. Но я ссылаюсь на его вдову, с которой я общался, я был у него дома. И, кстати, с Сахаровым я могу немножко похвастать. Вот самый первый митинг, на котором выступал Сахаров, был как раз митинг, который я вел, и мне сказали, что здесь вот среди собравшихся людей есть Андрей Дмитриевич, и я дал ему слово, было, ну, вот такая деталь, он очень плохо говорил, он же, на него воздействовали психологически, и первые несколько минут люди были, ну, оторопели.
но очень быстро поняли, что это надо слушать, что это надо знать, что это надо воспринимать. И дальше помехи в речи абсолютно никакой роли в его выступлении не играли. Кстати, дальше он говорил лучше. Но есть целый ряд вопросов, на мой взгляд, не только фактологических, биографических, но таких концептуальных, не расследован, не исследован и не изучен. Вот, на мой взгляд, у нас было два, ну не только, наверное, на мой взгляд, два выдающихся гражданина 20 века. Это Александр Александрович Солженицын и Андрей Дмитриевич Сахаров. И за каждым из них своя традиция, своя линия. Эти линии нужно было объединять, но они прервались, они не пересеклись. Сахаров – это прежде всего борец за свободу, борец за права, за гражданские права. Это бесценно, и вообще, если бы такой человек стал действительно во главе государства, что не было исключено в то время, то вопрос о коррупции просто такой человек не может быть коррумпирован. Это человек совести, это человек позиций, человек принципов. Вот. Но что касается Солженицына, он, конечно, тоже был в известном смысле правозащитником, но он показывал огромную роль государства, потому что нормального государства, не советского государства, а вообще российского государства, может быть, для вас и не совсем приятно. Но дело в том, что человек может быть свободным, человек может чувствовать себя защищенным, как, например, допустим, гражданин США, только потому, что у него за спиной мощное, правовое, сильное демократическое государство. Вот в этом смысле традиция государственников, это традиция и Пушкина, и Достоевского, и Солженицына должна была бы соединиться с традициями правозащитников, с традициями прав человека, которые отстаивал Сахаров. Но этого не произошло, потому что и то, и другое было прервано, и сегодня мы находимся в очень тяжелом социальном положении, и вообще какие-то вести дискуссии с нынешней властью совершенно невозможно. Господин Чуба, а вот на ваш взгляд, все-таки есть кто-то, кто сейчас в современной России продолжает то, чем занимался господин Сахаров? Ну да, конечно, у нас есть гражданское движение, которое последний буквально месяц, оно просто подавляется. Есть гражданские активисты, но здесь есть еще и такая известная особенность, как известно, короля играет свита. Понимаете, если все молчат, то мы не поймем, что это король. Если сегодня бы появился, не знаю, новый Лев Николаевич Толстой, а его бы не публиковали, не было бы рецензий, не было комментариев, он бы так и остался сам по себе Толстым. Поэтому сегодня есть немало честнейших, порядочнейших людей, всех сплошь их обвиняют в том, что они экстремисты, в том, что они иностранные агенты, в том, что они оправдатели нацизма. У нас целый набор таких клейм, которые вывешивают. И это не дает людям нормально понять, что происходит, кто есть кто, что есть подлинные ценности. То есть идет огромная работа по дезориентации людей в социальном, культурном, историческом пространстве. Идет вбивание мифов, и фактически происходит формирование новой государственной идеологии, что противоречит Конституции. То есть не может быть в российском государстве государственной идеологии? Нет, государственная идеология запрещена Конституцией. Не вообще, бывает женская идеология, бывает там детская, бывает либеральная, цифровая, компьютерная. Но государственная идеология – это тоталитаризм, это запрет на свободу мысли. В СССР можно было говорить только о том, что победа коммунизма неизбежна, или что-то такое нейтральное. А вступить в дискуссию избежно, нет, это враг, это вот все, в ГУЛАГе места много, там на вас хватит места. Понимаете, вот госидеология – это страшная вещь, это то, что отбросило когда-то великую Россию, у нас была общая историческая родина, это отбросило СССР на десятилетия назад, и сегодня мы не движемся вперед, потому что власть это не позволяет, потому что существует тиски цензуры, потому что в перспективе создания государственной идеологии миф о победе в Великой Отечественной войне превращается в такой строжайший запрет на свободу мысли. Нельзя сравнивать Сталина и Гитлера, нельзя ставить под сомнение исторический вклад в Россию. Какой исторический вклад, если 53 государства победил в Великой Отечественной войне? О чем вы говорите? Гитлер вместе со Сталином начинал эту войну, она внушает новые мифы.
Угу. Но это если говорить о мифах. Вы упомянули, это действительно очень интересное сравнение о том, или предположение, что было бы с тем же самым Львом Толстым, если бы он появился бы, например, сейчас в современной России. Вообще, стал ли бы он бы известен и стал ли бы властителем дум. И на ваш взгляд, вот когда было сложнее диссидентам? Тогда в советское время, например, в 70-е годы, в конце 60-х годов, 80-е годы, или сейчас, вот в современной России, может быть, конечно, это некорректное сравнение, но тем не менее, мы сейчас не слышим, да, вот нет сейчас такого человека в современной России, как Андрей Сахаров, или есть? Я не знаю. Я не исключаю, что что-то такое, какое-то такое похожее есть, но как ему о себе заявить? Он же не может выйти и бить себя в грудь, я новый Сахаров. Он что-то делает, но его не публикуют. Парадокс в том, что в советское время, время жесточайшей цензуры, время глушения, запрета свободы слова и так далее, вот стоило Сахарову дать на «Голосе Америки» интервью на 3 минуты, и вся страна меняла оценки, вся страна меняла позиции, понимаете? А сегодня вот этот контроль устроен таким образом, что как бы и это немножко можно, и то немножко можно, и здесь вроде бы прав, и это, и все размывается. Поэтому вот современного Сахарова, скорее всего, не посадят, хотя все может быть, и не сошлют, и не вышлют. Вот. Но быть им услышанным очень сложно, и в нашей истории таких имен немало. Я вот сейчас затруднился с фамилией писателя, нашего великого писателя, который как раз жил долгое время в Украине и потом уехал в Германию. Это было в 60-е, в 70-е годы. Я вот его фамилию не назову, но я его читал. Это великий писатель, это великая литература, но много ли народу о нем знает? Или тот же вот Солженицын параллельно работал Варлам Шаламов. А Варламе Шаламове знают очень немногие, хотя это величайший писатель. То есть вот важно не просто появление такого человека совести, человека мысли, но еще и аудитория вокруг, резонанс. А резонанс этот сегодня практически невозможен, тем более, что вот то, что было для нас так важно, западные радиоголоса в советское время, они сегодня практически не работают. Вот только несколько дней назад Евросоюз высказал предложение создать круглосуточное телевещание на Российскую Федерацию. Но это только предложение, не знаю, было бы хорошо, чтобы реализовать. Да, но с другой стороны, сейчас есть интернет и есть социальные сети, то есть в принципе, если человек с какими-то своими интересными идеями, он может представить эти идеи там. Но будут ли востребованы эти идеи? Может быть, просто нет, на сегодняшний день в российском обществе нет такого запроса на такие идеи, на защиту прав человека. Тот же самый Сахаров, он писал о том, что необходимо, в чем отличие, да, вот советского и зарубежного подхода к правам человека, что не надо концентрироваться только на правах, на социальных правах какого-то человека. Есть у человека там и право на счастье, да, есть у человека и право на высказывать свое мнение свободно, то, чего не было в Советском Союзе. Я так понимаю, что на сегодняшний день, может быть, в какой-то степени ситуация в современной России, она близка к тому, что была в Советском Союзе. Но ситуация близка, но она имеет свою специфику, потому что мы живем в новом СССР, в новом издании, в другом издании СССР, которое называется Российская Федерация. Но я только могу сказать, что нередко я слышу, да, это такой народ русский, они все терпят, они все молчат, да. Это для меня примерно то же самое, что сказать, что евреи, там 7 миллионов взяли, поехали в Освенцим. Зачем они поехали? Сказали бы, не хочу, не пошли бы в газовую камеру. Здесь что, спрашивают, что ли? Здесь что, людям дают возможность выбирать, их одурачивают, оболванивают радиопрограммами, пропагандой, мистификациями разного рода. И только человек начинает говорить, открывать рот, как его хватает, как сейчас на улицах, и отправляет в полицию, отправляет отделение антиэкстремизма МВД и так далее, понимаете? То есть человеку здесь очень трудно высказаться, это надо понимать. Причем мне кажется, что на Украине, слава богу, достаточно свободная страна. Я вчера с интересом смотрел пресс-конференцию Зеленского, по украинским каналам, у нас, конечно, это не показывали. Вот. Но вот бывает так, что люди быстро забывают, откуда они вышли. А что у вас было 10 лет назад? А что сегодня в ДНР, ЛНР? Там что, не такие же украинцы? Такие же. Только они под воздействием находятся, у них нет выбора.
И вот сегодня похожая ситуация и в России. Наш народ такой же, как другие. Наш народ тоже нуждается в свободе, любит свободу, ценит свободу. Но когда народ задавлен разными способами, понимаете, когда вот сейчас нам объявили, что 50%, больше половины москвичей высказал за восстановление памятника Дзержинскому. У меня комментарий. Я опубликовал это у себя в Фейсбуке и спрашиваю, вы с этим согласны? Мне говорят, ну, они же понимают, что исследование проводила ФСБ. Как же еще они могли ответить? Да, интересно. Но есть еще один, мне кажется, достаточно важный момент. Вот на официальном уровне, даже я посмотрел, есть даже указ президента России, да, вот о праздновании, да, этой даты, столетия со дня рождения Сахарова. А с другой стороны, мы видим, что происходит, ну, невозможно, например, сделать выставку, да, невозможно сделать провести какое-либо официальное мероприятие, которое бы напомнило российскому обществу о том, что вот был такой Нобелевский лауреат, который сделал достаточно много для демократизации Советского Союза. На ваш взгляд, вот так и продолжится, да, такое отношение со стороны официальной Москвы? Но понять, что на самом деле хочет центр, Кремль и Путин, просто находясь на большом расстоянии от Кремля и, так сказать, читая интернет и так далее, нельзя, потому что реальная картина формируется разными приемами, разными методами. Вот, например, Путин даже был на открытии памятника Солженицыну, и в течение примерно часа у нас обсуждали имя Солженицына и его работу. Но если вы в Москве окажетесь на какой-то дискуссии о Солженицыне, который бывает, там обязательно будет человек под подозрением из органов, который скажет, да Солженицын все напутал, ну что вы вообще, о ком вы говорите, он все напутал. Примерно то же самое будет и с Сахаровым. Вот музей Сахарова, который находится, музей-квартира Сахарова, который находится в Нижнем Новгороде, я знаю, что еще 1,5 года назад практически был закрыт. У меня там есть друзья, которые ходили, там всегда было написано, что сейчас перерыв, сейчас технически нельзя было войти. Когда один мой товарищ все-таки попал туда, вот официально существующий музей, его вскоре попросили покинуть помещение, потому что сейчас будут технические мероприятия. То есть на словах одно, на деле совсем другое. Это надо иметь в виду. Говорят, у нас всегда старались до сих пор говорить красиво, но то, что делали, было совсем иначе. Понимаете, у нас, о чем говорить, если у нас нет войны с Украиной? У нас 15 тысяч украинцев погибло, 15 тысяч, столько же погибло русских, а войны никакой нет. Ну что вы, ну это все, ну о чем говорить в такой ситуации? Понятно. Спасибо вам за ваше мнение. Игорь Чубайс, российский философ и публицист, был на скайп-связи со студией радио Крым Реалии. Это программа «Крымский вопрос». Мы продолжим ее. Сегодня мы, напомню, только говорим про столетие со дня рождения Нобелевского лауреата, трижды академика Советского Союза, трижды героя социалистического труда и академика Советского Союза, и человека, который был во многом, можно его назвать такой совестью Советского Союза, который был не безучастен по отношению к судьбам многих честных граждан той страны, которые были по самым надуманным обвинениям посажены и сидели много-много лет. Вот в том числе, например, Мустафа Джемилев. И как сегодня тоже в нашей программе Мустафа Джемилев говорил, что Андрей Сахаров явился тем человеком, благодаря которому Мустафа Джемилев сейчас жив. Продолжение программы «Крымский вопрос» слушайте через несколько секунд. Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13-й. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах. Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте нас в эфире радио Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 13 часов мы выходим каждый день, каждый будний день в прямом эфире. И звоните к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Сегодня говорим о столетии со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Трижды героя социалистического труда, одного из создателей ядерного оружия в Советском Союзе и диссидента одновременно. Человека, который
много лет, да, то есть практически два десятка лет он посвятил своей жизни борьбе за права человека в Советском Союзе. Далее будем говорить с Евгением Захаровым, председателем правления Украинской Хельсинской группы по правам человека и сопредседателем Харьковской правозащитной группы. Господин Захаров, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Хотелось бы услышать ваше, может быть, когда вы узнали, может быть, даже имя, просто хотя бы имя Андрея Сахарова? Знаете, я услышал это имя еще где-то лет 14. Вот. Это было давно, это было в 66-м году. Вот. И тогда уже Андрей Дмитриевич входил в круг диссидентов, начал входить наиболее активно. И чуть позже в Харьков приезжал генерал Григоренко, у него была компания друзей. И вот я помню, как Петр Григорьевич говорил: Сахарова читайте, Сахарова. И как раз тогда вышли его знаменитые размышления о прогрессе, о мирном существовании там, и так далее. Это был 68-й год. Ну вот, тогда я услышал это имя, и я, в принципе, знал, что Сахаров все больше входит в диссидентский круг. Тогда выходила хроника текущих событий, ее выпускали Ковалев, Татьяна Великанова. До своего ареста и помещения в психбольницу Наташа Горбаневская, одной из первых. Ну и Сахаров в какой-то степени у них все поэтому учился тогда еще. А потом он стал совершенно самостоятельным таким человеком, писал много. И его отличало то, что когда он писал свои обращения, пусть это было вождям СССР, или это было заграничным лидером, он искренне верил, что это будет прочитано и что он сможет повлиять на их умонастроение, на их решения и так далее. Вы имеете в виду на умонастроение советского руководства? Да, тех людей, которым он писал. Вот это и отличает правозащитника от политика. Для многих политиков такие обращения были некой игрой. Они не верили в то, что это будет всерьез принято, но надеялись с помощью такого сорта петиций и их распространения осуществить давление на лидеров СССР и добиться каких-то выгод. А Сахаров действительно очень искренне верил в то, что он повлияет. И в конечном счете так и случилось, потому что Горбачев с началом так называемой перестройки начал реализовывать именно то, что предлагал Андрей Дмитриевич в своих работах. Кстати, она ведь началась фактически с того, что он позвонил 10 декабря Сахарову. Ему поставили телефон, убрали пост милиционера в Горьком. И он сказал ему: Андрей Дмитриевич, возвращайтесь в Москву и продолжайте заниматься своей патриотической деятельностью. Вот так Сахаров вернулся из своей недобровольной ссылки в Горький. Угу. А скажите, на ваш взгляд, вот можно ли говорить, что Сахаров, вот именно благодаря Сахарову во многом и Советский Союз прекратил свое существование? То есть вот вся эта система, она рухнула в конечном итоге? Или Я нет? все-таки не думаю, что здесь диссиденты в целом, и Андрей Сахаров в частности, что они сыграли решающую роль для распада Советского Союза. Я так не думаю. Я все-таки думаю, что основной причиной этого распада было то, что империи должны распадаться. И СССР проиграл гонку вооружений. И то, что происходило в стране, было совершенно объективно обусловлено. Другое дело, что правозащитники тогдашние, 60-х, 70-х годов, они все это описывали, давали рекомендации, советы, в том числе, в частности, Андрей Дмитриевич. И они во многом показали тот путь, которым надо идти, и в конце концов к их мнению прислушались. В конце 80-х годов. Но все-таки считать, что это именно благодаря им все случилось, в общем-то, я бы не стал.
А как вы думаете, кстати, вот многие правозащитники в Советском Союзе, ну, в том числе и господин Сахаров, они пострадали от системы. Но, тем не менее, до 80-го года, хотя и увольняли господина Сахарова с работы, да, но не ссылали, не применяли вот такие вот откровенно репрессивные методы воздействия по отношению к нему. На ваш взгляд, с чем это было связано? С тем, что вот он академик, с тем, что он трижды герой социалистического труда, с тем, что он вот как бы добился там в этой системе, то есть он был, и поэтому его не трогали, или с чем-то это с другим связано? Ну, видите ли, ну, все-таки это не совсем так. Ну, его действительно не лишали свободы, но та травля, которой он поддавался в 73-м году, в 74-м, всеобщее такое и в газетах, и на собраниях его склоняли, называли бог знает как. Все это было отвратительно. Его же хотели уволить, его хотели лишить звания академика. Вот, но просто академики не дали, которые понимали. То есть была солидарность определенная, да, со стороны? Была определенная солидарность, да. Была определенная солидарность, причем это не один раз, это было дважды, но тем не менее академическое сообщество не пошло на поводу у власти и не согласилось с этим. Я все эти истории знаю хорошо, но они описаны и в воспоминаниях Елены Георгиевны, и Андрея Дмитриевича. Вот. Так что я бы не сказал, что у него жизнь была такая уж безоблачная, понимаете? Вот. Но другое дело, почему его так долго как бы не репрессировали, несмотря на его активность. Но он имел мировую известность. Он получил в 1973 году Нобелевскую премию мира. Поэтому обращаться с ним грубо и лишать его свободы, это было очень для советских властей, ну, небезопасно. Они бы потеряли бы очень много на этом. Поэтому они его терпели, вот пытались как-то ограничить. Ну, а потом, в конце концов, как бы Горький сослали, где он продолжал работать физиком. Еще очень существенно, что он ведь работал как физик все это время. То есть он это совмещал со своей диссидентской активностью. То есть продолжал, понятно, продолжал... Конечно, он продолжал работать физиком, но очень активно. Вот. Господин Захаров, еще скажите, можно ли говорить о какой-то решающей роли, или какая была роль господина Сахарова в украинском правозащитном движении? Если, конечно, можно так вот говорить, как украинское правозащитное движение, как отдельное правозащитное движение в Советском Союзе. Ну, конечно, можно. Можно говорить об украинском правозащитном движении, украинском национально-демократическом движении. Вот. Оно было вообще самым сильным в СССР из всех национальных движений. Недаром Людмила Алексеева начала свою знаменитую книжку «История инакомыслия в СССР». Именно первая глава это было описание именно украинского диссидентского движения. Андрей Дмитриевич был близко связан с деятелями украинского национального движения, правозащитного движения, был со многими знаком, дружен. Вот. Он дружил с Виктором Некрасовым, например. В 1971 году он приезжал в Киев. Это отдельная история, которую вообще о ней можно говорить отдельно, не сейчас. Вот. Он дружил и с другими. И он очень многим помогал, понимаете. Когда были репрессии в отношении украинских политзаключенных, он за них заступался, делал заявления. Кстати, вот тогда, в 1971 году, он ведь пришел на суд Анатолия Лупиноса. Анатолия Лупиноса судили за стихи, которые он прочитал около... памятника Шевченко, да? Если памятника Шевченко, да, 22 мая. Вот. И Сахаров пришел на суд, это было совершенно неожиданно и для КГБистов, и вообще для всех. Вот. Это интересная такая история. Вот он сыграл большую роль в жизни Анатолия Лупиноса и многих других. Потом вот именно было заявление Сахарова о 6 диссидентах, которые находятся в лагере. В том числе там был и Генрих Алтунян, харьковчанин, о котором Дмитриевич отдельно заявил тоже, как о ветеране правозащитного движения, которого необходимо освобождать там и так далее. Сахаров, как только переехал в Москву, это был 86-й год, декабрь, вот, он очень активно включился в борьбу за освобождение политзаключенных,
И в том числе и украинских тоже. И Мустафа, и Алтунян, и многие другие на самом деле. Спасибо вам. Спасибо. Евгений Захаров был на телефонной связи со студией радио Крым-Реалии, председатель правления Украинской Хельсинской группы по правам человека и сопредседатель Харьковской правозащитной группы. Сегодня, напомню, говорим о столетии со дня рождения академика, правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова. Далее будем говорить с Александром Подробенником, российским правозащитником и диссидентом. Господин Подробенник, здравствуйте. Добрый день. Вы знали лично Андрея Дмитриевича. Скажите, мы вот этот момент сегодня не затрагивали. Как он был вообще человек? То есть, каким он был человеком таким, да, который посмел бросить вызов такой большой системе, большой и страшной тоталитарной системе? Ну, Андрей Дмитриевич был человеком достаточно скромным и в таком личном общении, да, и на публике он держался, даже, я бы сказал, немножко стеснительно. Мне кажется, его немножко даже угнетала вот такая широкой известности, то, что на него смотрят с некоторым придыханием. Ему, по-моему, это не нравилось. Но как человек он был такой же, как были многие в диссидентском движении, кто бросил такой же вызов этой тоталитарной системе. В этом смысле он мало чем отличался от всех остальных. А как вы сейчас оцениваете деятельность господина Сахарова? Насколько она была, ну, вот насколько развал Советского Союза, да, или демократизация, это то, что произошло в Советском Союзе, она стала результатом деятельности господина Сахарова и других правозащитников? Вы знаете, довольно трудно сказать, насколько велик вклад демократического движения в развал Советского Союза и коммунистической системы, потому что не с чем сравнить, да. Это всегда как бы такая альтернативная история, мы же ее не знаем, мы можем только предполагать, было сильным или слабым. Это взвешивается на каких-то весах, которых у нас нету. Но что касается персонально Андрея Дмитриевича, то у него был очень успешный опыт по привлечению внимания, прежде всего, к судьбам политзаключенных, ну и вообще к проблемам прав человека в Советском Союзе, проблеме нарушений прав человека в Советском Союзе. У него было очень громкое имя, заработанное им еще в годы советской власти, и он использовал в годы своего, фавора, да, в советской власти, и он использовал этот ресурс вот для того, чтобы привлечь внимание к малоизвестным людям. Это, с моей точки зрения, это был самый успешный его опыт, и самое большое его дело. Он вытаскивал, почти из небытия, из информационного небытия людей с очень тяжелыми судьбами, зэковскими, и делал их достоянием гласности, это каким-то образом облегчало их участь. Угу. А скажите, но тем не менее, вот это все, конечно же, сказывалось на нем, да, вот непосредственно на нем, да, то есть и кампания по его, можно так сказать, дискредитации, да, по травле, можно назвать даже так, да, потом была его ссылка с 80 по 86 год, но перед этим была в 75 году была Нобелевская премия, а из страны его не выпустили. Почему, на ваш взгляд? Почему так произошло? Его не выпускали совершенно по очевидным причинам. Об этом остались документы, которые вытащил Буковский, в его советском архиве есть. Они зациклились на том, что он носитель большой государственной тайны, больших государственных секретов, и они не могут выпустить его за границу, потому что он там все это раскроет. Это была такая у них отчасти мания преследования, но, с другой стороны, он действительно был причастен ко многим военным тайнам, поэтому они его не выпускали. Вы знаете, я смотрел несколько ваших, читал ваши интервью, и вы говорили о том, что все-таки в какой-то степени вы не приветствовали того, что господин Сахаров стал депутатом. Я вот так скажу, да, мягко, или приветствовали, или я, может быть, не так неправильно понял это. Нет, мы расходились в оценках на окружающей действительности, на правильные стратегические пути демократического движения, и были споры. Вообще в диссидентском движении не было такого, знаете,
единство, какое демонстрирует там сегодня, например, «Единая Россия», да, его и не должно было быть, и не могло быть, у всех были свои точки зрения. Да, я не приветствовал его участие в тогдашней власти, и мне представлялось, что участие в оппозиции даже к тогдашней власти, которая претендовала на демократический путь развития, было бы более правильным. Понятно. Спасибо вам. Александр Подробинник, российский правозащитник и диссидент, был на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню еще раз, да, сегодня мы говорили о 100-й годовщине со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, Нобелевского лауреата, академика Советского Союза, трижды Героя социалистического труда, но человек, который провел 6 лет в ссылке, благодаря которому, как сегодня сказал в нашей программе, Мустафа Джемилев остался жив. Кстати, на одном из судебных процессов, вот я цитирую сейчас статью из сайта Крым Реалии, Мустафа Джемилева в обвинительной речи прокурора говорила, что подсудимый Джемилев попал под влияние вражеских, это цитата, вражеских нашей стране радиостанций, таких как «Радио Свобода», «Немецкая волна» и «Голос Америки», что он находится в тесной связи со щепенцем общества, опять-таки это цитата, да, Сахаровым, его женой Боннер и другими махровыми антисоветчиками. Советского Союза уже нет, Мустафа Джемилев есть, и мы сегодня отмечаем столетие, мы сегодня вспоминаем столетие со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Всего вам доброго. Программа «Крымский вопрос».